хваленый Иисус Христос. Все детки, идите сюда вперед. Ходите со всех лавочек. Да нет. Ходите сюда все вперед. И давайте встанем, все вместе помолимся. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Будзе клікаць мяне, я пачую яго, вызвалю яго і ўслаўлю, наталю яго доўгім жыццём. Гэтымі словамі з антыфоны на ўваход мы распачынаем наш удзел у гэтай святой Эўхарыстыі. Сёння мы перажываем першую нядзелю Вялікага посту, уваходзім на гэты шлях навяртання, шмат будзем разважаць пра муку і смерць Хрыста, усведамляючы нашу ўласную слабасць, з падзякай за тое, што Бог прагне выбавіць нас, грэшных і слабых людзей. Падчас гэтай святой імшы я буду маліцца ў інтэнцыі падзякі за Тацюкевіч Марту, якая дзякуе за пражытыя 24 гады жыцця ў дзень яе нараджэння. Буду выпрашаць аб усіх неабходных ласках, аб Божым благаславленні, апекі Маці Найсвяцейшай, дароў Духа Святога, аб веры для яе моцным здароўі, для яе, таксама для ўсёй сям'і Тацюкевіч. Цяпер на пачатку імшы перапросім Пана Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу всемогутному. Я, брат Иисус, что згрешили думкою, словом, вчинком и заминанием. Моя вина, моя вина, моя вина, обращусь
вечнага. Молимся. Усемагутны Божа, пра штогадовае перажыванне Вялікага посту, дай нам глыбей разумець таямніцу Хрыста і годна жыццём імкнуцца да яе спаўнення праз Пана нашага Jesуса Христа, Твайго Сына, які з Тобою жыве і валадарыць у єднасці Духа Святога, Бог праз усе векі вечныя. Читание книги Бытия. Пан Бог створил человека с пылу земли и удыхнул у ноздри ягонный подых життя, и стал человек живой истотой. И посадил Пан Бог сад у Еденя на усходе, и поселил там человека, якого створил. И вырастил Пан Бог з земли усялякое древо, привабное з выгляду и доброе для ежи, и древо життя посеред этого саду, и древо познания добра и зла. А змей быў найбольш хітрым з усіх палявых звяроў, якіх стварыў Пан Бог. І сказаў змей жанчыне: «Ці сапраўдна сказаў Бог, не ешце з ніякага дрэва ў раі?» Жанчына адказала яму: «Мы можам есці плады з дрэў саду, але пра плод дрэва, якое сярэдзіне раю, Бог сказаў: не ешце яго, не дакранайцеся да яго, каб вам не памерці». І сказаў змей жанчыне: не памрэце, бо ведае Бог, што ў дзень, калі вы пакаштуеце з яго, адкрыюцца вочы вашы, і будзеце, як Бог, які ведае дабро і зло. І ўбачыла жанчына, што гэта дрэва добрае для ежы, што яно прывабнае для вачэй і пажадае дрэва для набыцця пазнання. Тады ўзяла яна плод яго і ела, і дала таксама мужу свайму, і ён еў. І адкрыліся ў іх абоіх вочы. Пазналі яны, што голыя, і шылі лісты смаўконіцы, і зрабілі сабе павязкі. Гэта Слова Божае. Змілуйся над намі, Пане, бо ми зграшили. Змілуйся над намі, Пане, бо ми зграшили. Змилуйся надо мною, Боже, в великой милости Твоей, и в полноте милосердности Твоей снищи беззаконие мое, обмыть целком меня от провинов моих, и очисти меня от греху моего. Смилуйся над нами, Пане, бо мы сгрешили. Бо я ведаю беззаконие мое, и грех мой завжди передо мною. Тебе одному я сгрешил, и зло вчинил перед Твоими очима. Смилуйся
поспал меня Духа Твоего Святого. Смилуйся над нами, Пани, бо мы сгрешили. Верни мне радость избавления Твоего, и умацу меня Духом прихильным. Пани, открый мои устны, и в устны мои будут обвещать Твою хвалу. Смилуйся над нами, Пани, бо мы сгрешили. Читання послання святого апостола Павла до римлянам. Браты, як праз одного чоловіка грех увайшов у світ, і праз грех смерть, так і смерть перейшла на усіх людей, бо усе зграшили. Бо і перед законом грех быў у свеце, але грех не залічваецца, калі няма закону. Аднак смерть валадарыла ад Адама аж да Маісея, нават над тымі, хто не зграшыў падобна праступку Адама, які ёсць правобразам будучага. Але з дарам ласкі не так, як з праступкам, бо калі з праступку аднаго памерлі многія, то дзякуючы ласцы аднаго чалавека, Езуса Хрыста, нашмат больш ласкі Божай і дару сышло шчодра на многіх. І з гэтым дарам не так, як з вынікам граху аднаго чалавека, бо за адзін праступак суд для асуджэння, а за многія праступкі ласка для апраўдання. Калі з праступку аднаго чалавека смерць запанавала праз аднаго, то нашмат больш тыя, якія атрымалі шчодрыя ласкі і дары праведнасці, будуць валадарыць у жыцці дзякуючы аднаму Езусу Хрысту. Як праступак аднаго прынёс усім людзям асуджэнне, так і праведнасць аднаго прынесла жыццядайнае апраўданне усім людзям. Бо як праз непаслухмянасць аднаго чалавека многія сталі грэшнікамі, так і праз паслухмянасць аднаго многія стануць справядлівымі. Гэта Слова Божае. Хвала Тебе, Слово Божие, хвала Тебе, Слово Божие. Не хлебом одним будешь жить, человек, але кожным словом, что выходит з уст Божих. Хвала Тебе, Слово Божие. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Chwała Tobie, Panie. W той час Дух вывел Езуса ў пустыню, каб д'ябал выпрабоўваў яго. І пасціў ён 40 дзён і 40 начэй, і нарэшце згаладаўся. Тады падышоў да яго спакушальнік і сказаў яму: «Калі ты сын Божы, скажы, каб гэтыя камяні сталі хлебам». А ён сказаў у адказ: «Напісана, не хлебам адным будзе жыць чалавек, але кожным словам, што выходзіць з вуснаў Божых». Тады ўзяў яго д'ябал у святы горад, паставіў на версе святыні і сказаў: «Калі ты сын Божы, кінься ўніз, бо напісана: анёлам сваім загадай наконт цябе, і на руках панясуць цябе, каб ты часам не спатыкнуўся аб камень нагою сваёй». Езус сказаў яму: «Напісана таксама: не будзеш выпрабоўваць Пана Бога твайго». Д'ябал зноў узяў яго на вельмі высокую гару і паказаў яму усе валадарствы свету і славу іх, кажучы: «Усё гэта дам табе, калі ўпадзеш і паклонішся мне». Тады сказаў яму Езус: «Адыдзі, сатана, бо напісана: Пану Богу твайму будзеш пакланяцца, і яму аднаму будзеш служыць». Тады д'ябал пакінуў яго, і вось анёлы падышлі і служылі яму. Гэта слова Пана.
хваленый Иисус Христос. Я принес ваш любимый рюкзак, которым вы каждый раз все просите меня. Но пока мы к нему не будем лезть, хорошо? Ждали, очень сильно ждали. Что вам этот рюкзак так нравится? Наверное, что в школу любите ходить. Так, ну давайте будем разбираться. Сегодня мы читали Евангелие, да? Угу. Про что там было мова? Про хлеб. Хорошо, а хлеб, что там хлеб? Что с хлебом было? То, что дьявол сказал Иисусу, раз ты Сын Божий, сделай так, чтобы камень стал хлебом. Хорошо. Другими словами, было искушение, да? Дьявол искушал Иисуса Христа, да? Хорошо. Сколько было вот этих спокус, искушений? Сейчас, может, спросим с правой стороны, потому что они у нас никогда не задействованы, они сонные всегда. Сколько там было спокус? Странты? 3. 3 было спокусы. Ну, давайте сейчас вспоминать, какие там были спокусы. Я знаю, кто знает. Вы поднимаете руки. Какие были спокусы? Чтобы он поклонился дьяволу. Отлично, хорошо, одна. Что еще? Чтобы он спрыгнул с высокой крыши и приказал ангелам, чтобы они его поймали, если он Сын Божий. Хорошо, вторая. Ну и третья. Я знаю уже, кто знает. То, что дьявол сказал, вот будут твои богатства, если ты поклонишься до меня, а Иисус не поклонился до Яха. Уже повторяемся. Но еще один был. С хлебом связано. Чтобы он из камней сделал хлеб. Да, смотрите, было 3 вот этих спокусы, которые дьявол говорил Иисусу Христу. Как думаете, зачем дьявол говорил Иисусу Христу про вот это спокусы? Чтобы Иисус поклонился дьяволу. Да, но сама по себе вот эта идея у дьявола была какая-то абсурдная чуть-чуть, потому что как дьявол, тот, который сотворен сам, да, мог поклониться кому? Не дьяволу, а Богу, тому, кто сотворил, да? Это, если мы можем представить, знаете, как это? Это если вот, например, у нас есть в игре создатели, да, кто-то же игру создает, и вот тот персонаж, который в игре, говорит, поклонись мне. Да, вот то же самое и здесь. Да, браво, совершенно верно. Хорошо, добре. Но, смотрите, с Евангелием мы разобрались трошки, да? Что думаете там в этом рюкзаке? Учебники пойдете за нас в школу. За вас в школу? Нет, я не собираюсь за вас в школу идти. Я уже отстрадал. Что-нибудь хорошенькое? Что? Что-нибудь хорошенькое? Что-нибудь хорошенькое? Ну да, там что-то хорошенькое. Хлеб. Хлеб поесть хочешь, да? Нет, не хлеб. Что-то связанное с костелом? Что-то связанное с костелом, это правильно, что-то подобное. Крыш? Не крыш, но хорошо. Давайте последние еще, 2 последних. Библия. Угадала, Библия там есть. Библия тоже. Библия, хорошо, смотрите. Смотрите, тут есть точно Библия, но там не только одна Библия. Смотрите, я куда-то пойду с этим рюкзаком. Да? Не в школу. Не в школу. Я не в школу иду, если что. Куда? Нет. Куда-то я иду. Куда я могу пойти? В костер. С рюкзаком? Что-то я не вижу у вас рюкзаков. Чего вы без рюкзаков ходите в костел? Кстати, вам задание. Вас очень мало приходит. Вы берете рюкзаки, затаскиваете в эти рюкзаки своих друзей или одноклассников и тянете сюда, на имшу, поняли? Что? До первой исповеди. До первой исповеди? Нет. То есть, получается, я сюда загрузил все свои грехи и до первой исповеди, да, пошел? Хорошо. Куда я могу пойти? В поход. В поход. Помните, мы перед Адвентом, да, перед рождением Иисуса Христа, я тоже все куда-то шел, да, все пытался выйти, никак не ушел от вас. Но сейчас может получиться. То куда я иду? В поход. А куда я пойду в поход? Куда можно в поход пойти? Можно пойти в поход или в лес. В лес, куда еще? На Пасху. На Пасху в поход. Ну, это правильно. В другой город. Другой город. Куда там еще? Масленицу. На Масленицу. Блинчики любишь, да? Понятно. Куда я в поход могу пойти? Давайте так. Смотрите, мы сейчас переживаем такой период, пост, да?
Там есть такое одно место, куда Иисус пошел. Куда Он пошел? Вот туда и я пойду. Вспоминайте, в Евангелии сегодня было сказано. Сейчас министранты, наверное, знают. А, нет, тут есть. Пустыню. В пустыню. Я пойду в пустыню. Все правильно. Пойдем в пустыню. Смотрите, я пойду в пустыню. Мне нужен, я не знаю, нужен мне помощник или не нужен помощник. Ну, давайте, мне нужен помощник, выходи. Так, ну, доставай что-нибудь одно. По классике жанра мы любим что пить? Водичку, да? Зачем нам в пустыне вода? Пить. Потому что что? Потому что там жарко. Потому что там жарко. И мы, если будем долго там ходить, быть, да, мы будем, скажем так, потеть, будет вода выходить, и нужно будет возобновлять воду, да. Смотрите, вода является символом таким нашего возобновления. Мы должны с собой, мы сейчас переживаем какой период? Великий пост. Великий пост, да. Мы должны также брать с собой вот эту водичку, так слушаем. Мы должны брать Иисуса Христа с собой в Великий пост, как воду, чтобы утолять жажду. Это одно. Хорошо, едем дальше. Что у нас дальше есть? Доставай. Библия там есть, однозначно. Не может достать, тяжелая слишком. Оба, показывай всем. Библия. Зачем мне вообще Библия в этой пустыне? Чтобы читать. Чтобы читать, хорошо. Давайте так, представим, что Библия... Смотрите, в пустыне... Как я могу в пустыне ориентироваться там? Почем? По карте. По карте. Но у меня карты нету. Библия. По Библии. По Библии я могу ориентироваться. То есть там есть написано, как Иисус Христос шел, и я буду ходить по этой Библии. Отлично. Ну и еще одно есть. Так, только правильно доставай. Так. Что это полотенце? Зачем мне полотенце в этой пустыне? Чтобы пот вытереть. Чтобы мне было чуть-чуть легче, да? Все правильно. Смотрите, и мы тоже, когда выходим в пустыню, да, нам нужен Иисус Христос, нам нужна карта, Библия, и нам нужен что-то такое, что нам будет помогать пройти вот эту дорогу, да? Как думаете, смотрите, мы выходим сейчас вот этот период поста, да? Идем по пустыне. Можешь становиться сюда пока. Мы идем по пустыне, да? Что нам может помочь, скажем так, вот если нам жарко, понятное дело, что нам может вода помочь. Что нам может помочь? Ой, я зацепился. Что нам может помочь? Что нам может помочь именно в этом походе? Да, то есть, чтобы нам легче переживался этот пост. Как думаете? Что мы должны делать? Молитвы. Молиться, да? И вот это полотенце является вот такой молитвой, которая помогает нам. Ну хорошо, но перейдем к самому основному. Там конвертик какой-то лежит. Смотрите, у меня есть конвертик. Да, конвертик от Oriflame какого-то. Хорошо, смотрите. Вспоминаем Евангелие. Там было два действующих лица. Кто? Я спрошу других уже. Иисус и дьявол. Иисус и дьявол. Что делал дьявол? Вспоминаем. Я спрошу тут. Искушал Иисуса. Искушал Иисуса. Пошли больше искушать. У нас есть человек, не очень большой. Вы будете в роли ответчиков, да? Доставай карточку и будешь читать. Сейчас, секунду. Смотрите, вы вместе, все должны будете мне отвечать на некоторые вопросы. Сначала вы услышите, что нам прочитает наш искуситель, да? А потом вы будете отвечать мне, хорошо? Ну, давай. Планшет. Уже поздно, но ты уговорил маму дать поиграть в планшет. Еще 5 минуточек. Время прошло, но уровень очень сложный. Но как тут остановиться? У нас есть ситуация. Мама разрешила поиграть в планшет, в телефон. Но время-то выходит уже, и нужно что-то делать, да? Но хочется доиграть, да? Например, Бравл Старс ваш любимый, да? Нужно доиграть. Что вы сделаете? А если... Давайте так, что сделаем? Я бы выключил телефон. Точно. Вот какие вы хорошие. Что вы еще сделали? Пока телефон не разрядится.
А и мама же запретила. Ну и что? Больше не играть. Больше не играть. Отлично. Смотрите. Понятное дело, что разные ответы, но зачастую, когда мы сидим за телефоном, мама сказала, все, выключай, мы такие, ну да, еще чуть-чуть, да? Есть такое. И потом на паузу ставь, а вы уже проиграли, да? А там нету паузы, еще лучше. Хорошо, смотрите. А что бы сделал Иисус Христос в таком случае? Если бы вы, понятное дело, кто-то из вас правильные ответы давал уже, да? Но кто-то говорил, что дальше бы играл, это разрядка телефона. Выключил бы. Иисус бы выключил, Иисус бы послушал. Хорошо, смотрим дальше. Наш спокуситель дальше зачитывает нам, поддает жару, скажем так. Сплетня. Подружка шепчет: «А давай не будем дружить с Леной, она странная. Если ты с ней будешь общаться, мы с тобой тоже дружить не будем». Слышали ситуацию, да? То есть одна подружка вторую подговаривает, чтобы не дружить с второй девочкой, да? Как думаете, что делаем? Нужно перестать общаться с той девочкой, которая говорит, что либо я, либо она. Либо другой человек, да? Но не совсем. Знаете почему? Потому что я уже не буду там, ну давайте еще один ответ, и потом я подведу итог. Надо дружить с той девочкой, потому что та добрее, а это не как верная подруга. Ага, хорошие ответы. А что бы сделал Иисус? Начал бы дружить с той, ну скажем так, если бы это перевести на дела Иисуса, да? Он бы начал дружить с тем мальчиком, который более добрый? Или как бы он сделал? Он бы дружил со всеми. Он бы дружил со всеми. Он нашел бы какой-то общий язык, компромисс нашел, да? То есть он бы помирил и двоих тех и дружил вместе с ними. Хорошо, отлично. Едем дальше. В Египет едем. Едем в Египет. Буллинг. Во дворе старшие ребята дразнят новенького. Они предлагают тебе присоединиться, чтобы самим не стать изгоями. Что сейчас была речь? Я не слушал. Ну, надо меньше разговаривать. Ну, я слушал, но я не слышал. Во дворе старшие ребята дразнят новенького. Они предлагают тебе присоединиться, чтобы тебе не стать изгоем. Присоединитесь или нет? Нет. 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 Или да? Нет. А что Иисус бы сказал? Давайте жить дружно. Это сказал бы кот Леопольд, наверное, да? Хорошо. Ну, Иисус правильно сказал бы так, наверное. Хорошо. Едем дальше. Тут много бумажек, мы чувствуем, до вечера сегодня тут будем. Телефон. Друг дал поиграть в телефон, но просил не трогать его переписку. Очень хочется заглянуть. Вдруг там секрет. Ну что, слушали? Слышали, да, что там было? Слышали, что там было? Опять вы разговаривали, а? Про телефон, да. Друг дал поиграть в телефон, но там можно было зайти в его переписку и почитать, что он там пишет, да? Что мы сделали бы? Не смотрел бы. Не смотрел. А если там очень интересно? Все равно бы не смотрел. Ага, конечно. Вы правильно, ничего себе. Играл в свой телефон. Играла бы в свой телефон. Все равно бы не посмотрели. Хорошо, но вы правильно говорите. И Иисус бы, как думаете, чтобы не взял бы вообще телефон? Отлично. Иисус бы что сделал? То же самое, что и вы сказали. Молодцы, отлично. Ну и давайте последнюю бумажку вытянем с этими искушениями. Угу. Задира. На перемене тебя случайно толкнули, и ты упал. Все вокруг смеются. Мысль. Встань и толкнуть обидчика сильнее, чтобы тоже было смешно над ним. Что мы делаем? Я бы ничего не делал. Не толкал бы. Просто ушел бы, да? Отлично. Сейчас тут спросим. Подождите, тут что, как вы? Доброе утро. Хорошо спится, да, он тут? Угу. Что вы бы делали в этой ситуации? Помогут тому, кому-то упал. Отлично, хороший вариант. А если бы, например, тебя толкнули? Кого-то из нас? Наверное, знаете, что бы мы сделали? Ну, мальчики бы 100% полезли бы биться, да?
Ну, 100%, наверное, эмоциями руководствовались. А что бы сделал Иисус? Сюда идем. Сказать взрослым. Как вариант, да, чтобы взрослые решили этот конфликт. Перестать драться. Хорошо. Проигнорировать это окно. Проигнорировать можно, отличный тоже вариант. Ну и давайте Разнять их. разнять их. Ну и что, еще есть варианты последний. С этой стороны спрашиваем. Что мы можем сделать? Что вы бы сделали? Что бы сделал Иисус Христос в этой ситуации? Он увидел, что, например, бьется кто-то там. Ну, помолиться за него. Как вариант тоже, да? То есть разнять в первую очередь и потом помолиться, чтобы эти люди подружились, да? Хорошо, все правильно, можешь становиться, да? Смотрите, сколько у нас было искушений сегодня? Много, да? Там 5, наверное, штук. А их, представьте, что их очень много в нашей жизни, да? Эти все искушения нам подкидывает дьявол. Потому что он каждого из нас знает как облупленного, да? Он наизусть знает. Он знает, что кто-то любит разговаривать во время казания, и он не услышит, наверное, Слово Божье, да? И он же может подойти с этой стороны. Кто-то, например, знает, что кто-то задира, может его просто вот так вот сделать за ухом, дернуть и все, и он начнет биться, да? Вот в таком ключе. И он ищет такие маленькие-маленькие пути, подходы к нам, чтобы мы потом что сделали? Вот он поддает нам вот эти искушения, чтобы мы ушли от Бога. А как мы уходим от Бога? Что мы делаем? Выполняем его задание. Не совсем. Когда грешим, да? Дьявол просто подкидывает ситуацию, да, искушение, а грех делаем мы сами. И вот, сейчас мы переживаем пост, да? Особенное время. Что мы должны делать во время поста? Не есть пищу животных. Ничего себе, только вот не есть только мясо или что еще? Музыку не слушать. Музыку не слушать, что еще? Не есть молочные продукты. Ну, как вариант, может, кто-то хочет. Вы какие-то все гринписовцы, я смотрю. Не пить алкоголь. Не пить алкоголь, хорошо. Не грешить. О, отлично, не грешить. Что еще? Отказаться от чего-то. Отказаться от чего-то. Смотрите, все, опускайте руки. Будем подводить итог. Отказаться от чего-то. Самое главное, что это время для каждого из нас, чтобы каждый из нас взял свой рюкзак и пошел не в школу, в поход, пошел в вот эту пустыню, чтобы вы могли выйти и посмотреть на себя со стороны, какие мы настоящие, да, какие мы внутри, мы хорошие либо плохие, и постараться взять какую-то постанову, да, постановление какое-то, чтобы стать лучше, например, меньше обзываться, меньше биться с кем-то, да, больше слушать наказаний ксенза, да, в таком ключе. И если мы это будем делать, то пост принесет какие-то плоды. Потом же, во время воскрешения, мы почувствуем, скажем так, что мы изменились. Хоть чуть-чуть, но мы изменились. Аминь. Вызнаем нашу веру, веру единого Бога и Отца Всемогутнего. Чекаю воскрешення померлих і життя вічного в будучому світі.
праз Езуса Христа, які ў гэты час Вялікага посту заклікае нас да навяртання і пакаяння, з даверам узнесем да Бога Отца наши просьбы. Молимся за святый костел, каб усе его дети об'єдналися ў супольным імкненні да адзінага і сапраўднага Бога. Цябе просим. Молимся за пастыраў костела, каб яны былі гатовы ачысціцца ад усяго, што перашкадае ім служыць Богу і людям. Цябе просим. Молимся за народы усяго свету, каб яны зразумелі, што Христос з'яўляецца ім сапраўдным Богом, які любіць кожнага чалавека. Цябе просим. Молимся за людзей, якія ў сваім жыцці сустракаюцца з асаблівымі спакусамі, каб бы пры дапамозе ласкі яны засталіся верным Богу. Цябе просим. Молимся за людзей, ахопленых роспачу, каб яны прынялі падтрымку Бога, які іх любіць. Цябе просим. Молимся за нас, тут сабраных, каб мы былі гатовы да ахвярнасці, якую патрабуе ад нас любоў да Бога і бліжніх. Цябе просим. Молимся за Тацюкевич Марту у дзень яе нараджэння. Дзякуй Богу за пражытыя 24 гады жыцця і просім о Божьем благословении, об усіх необходных ласках, опеки Маті Найсвятейшей, даров Духа Святого для яе і моцной веры, і так само для яе близких. Цябе просим, милосердный Боже, Ты закликаешь нас до навертания, как мы могли еще полней познать Твою великую любовь. Учини, просим, как мы были послухмяны от Твоей воли, праз Христа, Пана нашего. Молитесь, браты и сестры, как мою и вашу ахвяру принял Бог и Отец Всемогутний. Нехай Пан Бог прийме Твої на прославлення Його ім'я, а так само на користь нам. Пане наш Боже, учини просим, как мы належным чином складали Табе ахвяру, якою розпочинаємо подрихтовку до святкування великодної таємниці праз Христа Пана нашого. Пан з вами. Угору серце. Подякуєм Пану Богу нашому. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане Святы Ойча, у
Усемагутны вечны Божа, Ты пожадаў, каб мы сваім устрыманнем утаймовалі нашу пыху і, адкрываючы нашае сэрца на патрэбы бедных, дзяліліся з імі хлебам і такім чынам наследавалі Тваю дабрыню і ласкавасць. Таму разам з хорамі анёлаў мы праслаўляем Цябе у адзін голас усклікаючы. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус воскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святого, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, адвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення. Дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе, пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Уладзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, і пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай, Паннай Марыяй, со святым Юзафам, яе абраннікам, со святымі апосталамі, усімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Хрыста.
Божа всемогутны, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, праз усе веки вечные. Памятуючи збавенные заповеди Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от граху и захованы от усялякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прыстя Збавцы нашего Иисуса Христа. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего. И будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш, владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами». Передайте ближнему знак супокою. Para
благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Пане, не варты, как ты вошел на них, коли скажу такие слова.
помолімся. Подмацованная хлебом небесным, який живить веру, повеличивая надею и узмацняя любовь, просим Тебе, Пане, как научил нас прагнуть Иисуса Христа, хлеба живого и правдивого, и жить кожным словом, что с Твоих вуснов выходит, праз Христа Пана нашего. Пане Єсу, про заступництво Марии, Мати Твоей, якая народила Тебе с любовью, а так само про заступництво святого Юзефа, человека да веру, який опековался Тобою після народження. Прошу Тебе в інтенції этого ненародженого дитяті, якое духовно хочу усиновить и якое знаходится в небезпеці аборту. Прошу, дай його батькам любов і отвагу, каб яны не свайго дитяті, а покинули йому життя, якое Ти сам гэтаму дитяті прадвызначыў. Паслухаем парафіяльныя аб'явы. Святы ружанец, на гэтым тыдні просім правесці наступныя ружанцовыя групы. У панядзелак Маці Божай Радзіцелькі, у аўторак Маці Божай з Люрд, у сераду Маці Божай Ларэтанскай, у чацвер Каралевы ўсіх святых, у пятніцу Маці Божай Ліхэнскай, у суботу Маці Божай Грамнічнай, а ў нядзелю 18 гадзіне Маці Божай Кормячай. На гэтым тыдні у літургіі будзем адзначаць 1 сакавіка, першая нядзеля месяца адарацыйная. Пасля святой імшы а гадзіне 9 адбудзецца выстаўленне Найсвяцейшага сакраменту і адарацыя да гадзіны 13. Пасля набажэнства песні жальбы, божкіх жалей і урачыстае благаслаўленне. А пазней адбудзецца змена ружанцовых таямніц. Падчас Вялікага посту святы касцёл заахвочвае сваіх верных да глыбокага разважання таямніц нашага збаўлення, таямніцы мукі і смерці нашага збаўцы Езуса Хрыста. З гэтай рацыі велікапостныя набажэнствы, песні жальбы альбо божкіх жалей у нашым касцёле будуць адбывацца ў кожную велікапостную нядзелю пасля імшы а 13 гадзіне. Таксама падчас Вялікага посту асабліва запрашаем на крыжовы шлях, набажэнства, падчас якога мы разважаем пра муку Езуса, дзякуем Яму за вялікую любоў да нас і просім прабачэння за нашыя грахі. Крыжовы шлях для дарослых кожную пятніцу ў 9:30 і ў 18:00, для дзяцей кожную суботу ў 15:00, а для моладзі таксама кожную суботу ў 19:00 пасля вячэрняй святой імшы. Нашай парафіі рэкалекцыі велікапостныя адбудуцца з 20 па 22 сакавіка. За ўдзел у рэкалекцыях і велікапостных набажэнствах можна атрымаць ласку поўнага адпусту. Як заўсёды ў нашай парафіі падчас Вялікага посту па пятніцам збіраем ахвяраванні на кветкі да гробу Пана. З распачаццем Вялікага посту распачаўся таксама час велікоднай споведзі. Просім стварыць спісы хворых, якія б хацелі прыступіць да сакраменту споведзі. Запісаць хворых можна таксама індывідуальна ў закрыстыі, падаючы адрас. Просім зрабіць гэта ў найбліжэйшы час. Каля алтара сэрца Пана Езуса знаходзіцца старажытная фігура святой Эльжбеты з Буслаўскага санктуарыя. Хто хацеў бы дапамагчы ў аднаўленні дадзенай фігуры, можна скласці дабравольнае ахвяраванне ў закрыстыі. Выходзячы з касцёла, можна набыць новы нумар нашай дыяцэзіяльнай газеты «Слова жыцця». Дзякуем усім, хто бярэ чынны ўдзел у жыцці парафіі. Дзякуем усім за добрую волю дапамагаць нашай парафіяльнай супольнасці працай, ахвярамі і малітвай. Няхай вас добры Бог узнагародзіць. Даручаем усіх вас Езусу міласэрнаму праз заступніцтва Маці Божай Лінскай. А на гэты тыдзень працы, абавязкаў і велікапостнага чування прынем Божае благаслаўленне. Пан з вами. Няхай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокое Христа.
Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Najświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze na wieki wieków. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.